Огромное количество отдыхающих на горнолыжном курорте Каракол. Эта картина весьма радует, особенно после наблюдавшегося затишья в период пика пандемии. Много туристов из России, большинство из них приехали сюда со своими семьями. Первый день отдыхаем, отличная погода. Снега маловато по сравнению с прошлыми годами, но так все прекрасно. Народ только много, но меньше, чем в России и в других странах. Сын тоже нравится все, вот учится. Тяжело, правда, но сейчас инструктора возьмем, на время записались. Будет он его тренировать, пока я. Горнолыжный курорт Каракол изначально построенный как тренировочная площадка для спортсменов-олимпийцев. Вот уже 20 лет принимает отдыхающих из ближайшего и дальнего зарубежья. Расположенная на высоте почти 3000 метров над уровнем моря, эта база уникальна своей потрясающей природной красотой. А свежий воздух – отличный способ расслабиться и укрепить здоровье. Приехали из Москвы, впечатление прекрасное. Первый раз вот катаюсь на горных лыжах. Погода теплая, в принципе. Кататься комфортно, вот более-менее освоился уже. Интересно само по себе место, там новое для меня, я не был. И, горных лыжах тоже не катался, так что вдвойне интересно. Я приехала из Беларуси. Погода сегодня прекрасная, горнолыжная база хорошая, но хотелось бы побольше трасс начального уровня. Здесь первый раз. До этого была на нескольких трассах, не так много опыта, скажем. Вы хорошо катаетесь? Нет, я первый раз на лыжи стала попробовать. До этого я на сноуборде каталась. Если раньше на горнолыжных курортах отдыхали только иностранные туристы, то на сегодня по статистике каждый 4-й кыргызстанец учится кататься на лыжах или коньках. А это говорит о том, что возродился зимний туризм и увеличилось количество посетителей горнолыжного курорта в разы. Я сегодня приехала сюда. Сегодня очень много людей, так как недавно был Новый год. Каникулы проходят очень классно и интересно. Я на лыжах уже хорошо катаюсь, чем в прошлом году. Каждый год сюда приезжаю. Напомним, 18 декабря президент подписал указ о поддержке развития туризма в целях повышения эффективности государственной поддержки субъектов туристической отрасли, совершенствования инструментов для привлечения внутренних и иностранных инвестиций в реконструкцию и развитие туристской инфраструктуры, увеличение туристского потенциала. Также решено образовать Национальный совет и фонд поддержки развития туризма. Елена Ткаченко, Джибек Капарбекова, Идиль Мелизбек, Алато 24, Иссыкуль.